Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема» и гость в студии – молодой предприниматель Усман Межидов. Здравствуйте, Усман. Здравствуйте. Усман, вы молодой предприниматель, да, как я уже объявила вас. Вот расскажите, как вы начинали свой бизнес, с чего? Начинал я свой бизнес с торговли горного меда и горного чая. Идея скорее пришла от дедушки, он был пчеловодом и занимался этим. И вначале у нас был, можно сказать, стартовый капитал в небольшой размере и некоторые номера поставщиков, с которыми мы начинали, можно сказать, начали мы с малого. А отец уже тоже, наверное, вместе с дедушкой, да, занимался? Да, отец тоже занимался. Мы производим горный мед в Итумкали, там в горах, чисто экологический продукт. Что стало, так сказать, триггером для запуска своего дела? Или какие ресурсы, деньги, или связи, или же ваши личные знания были у вас в начале? Триггером для запуска своего дела стало желание работать на себя и создать свой продукт, за который не будет стыдно и приносить людям пользу. Связи были небольшие, нам помогали люди, отец помогал, друзья, кто мог, коллеги, вместе мы работали над этим. А сейчас вот большая нагрузка на ком? Или же эта нагрузка распределена равномерно? Вначале у нас была нагрузка, мы не могли правильно распределить то, чем будет заниматься. Сейчас этим проблем нету. Каждый занимается тем, что ему больше нравится, и над ошибками тоже работаем. Усман, вот вы непосредственно чем сейчас занимаетесь? Я занимаюсь больше скупкой, продвижением и продажами, общением с людьми и контролирую процесс. И над качеством тоже я работаю. То есть основная функция лежит на вас? Можно сказать так. А производством уже занимаются отец, Да, да? отец, брат, они производством занимаются, фасовкой полностью, дизайн тоже на мне. А почему, на ваш взгляд, ваша семья выбрала именно этот вид деятельности предпринимательской? Скорее, это от дедушки перешло к отцу. Семейный бизнес, да, можно да, сказать? отец привел нам интерес к этому делу, и так пошло, можно сказать. А с какими главными трудностями вы столкнулись, и они вас чему-то научили? Главные трудности, скажу, были, можно сказать, научился многому, со временем ошибались, конечно, но с опытом уже научились. Были трудности в общении с людьми, некоторые нужно научиться было продажам, допустим, разговаривать с покупателями. Остальных трудностей больше у нас не было. А как вы решили эту проблему? Как наладилась вот эта система общения? Можно сказать, со временем мы были на выставках, уже разговаривали с людьми, нам помогали некоторые люди, обучались, можно сказать, и так продолжили. А вам кто-то помогал в вашем бизнесе? Какая-то поддержка государственная или частная? Можно сказать, нам помогал бизнес-центр в Грозном, и, если сказать, семья тоже помогала, коллеги наши, мы вместе пришли к этому делу. Ваша продукция на сегодняшний день пользуется спросом? Да, продукция пользуется спросом, особенно у тех, кто уже пробовал, бывает много повторных покупок. У вас свои собственные пасеки, да? Да, в Итумкали у нас есть свои собственные пасеки, и там работают наши друзья, коллеги, можно сказать, и так и производим. И сколько килограммов или литров меда вы производите в год? Точное количество я не смогу сказать, там тонн много бывает. Все быстро уходит, можно сказать, мед у нас. Молочай у нас, допустим, есть, липа очень полезная есть, быстро уходит у нас. А цены приемлемые? Цена и качество очень даже приемлемо, доступно. Вот вы сказали, что вы участвуете на ярмарках, да, вот и на ярмарках, фестивалях. На каких этих фестивалях вы бывали и именно на каких площадках вы вот можете показать свою продукцию наглядно? Мы были в ярмарках, на выставках в Москве, это «Вкусы России», и в Грозном тоже бываем. Почти каждый год там присутствуем, работаем над этим.
там у нас есть свои отдельные клиенты, которые специально даже нас ждут, иногда заказывают, бывает. Это здесь у нас в республике Это имеется в в виду? Москве. Или в Москве? Да, в Ага. Москве, да. Тут республики нас уже знают, и тут тоже хорошо дела идут. А как оценили продукцию вот именно на фестивалях, именно в Москве? Очень довольные были люди, они дегустировали. Даже и были люди, которые сначала пошли домой и потом опять возвращались, покупали снова. А что они говорили? Что их взяло, как скажем? А, Что понравилось им в вашей Можно продукции? сказать, необычный вкус и то, что у нас же горные травы. И полезно, допустим, есть бодрящие, короче, есть успокаивающие. А сколько видов, вот разновидностей меда вы производите на сегодняшний день? В основном это 3 вида: молочай, липа и разнотравие. Есть и другие, но в основном мы на этом сосредоточены. А что больше нравится потребителю? Больше всего, можно сказать, липа нравится, но молочай именно полезный, то есть по медицине занимает первое место и очень редкий. В результате вот таких поездок вот налаживаются деловые связи. Бывают они плодотворными вот в дальнейшем в вашем бизнесе? Да, очень бывают плодотворными. Деловые контакты у нас появляются, новые клиенты и старые, которые снова приходят. Очень хорошо и плодотворно идет. А вот самые крупные поставки, какие у вас, например? Поставки у нас даже были в Кувейт, во Францию, даже крупные. В большом объеме? Да, в большом объеме у нас были. Мы работаем над этим. Экспорт тоже у нас есть. А как вот налаживаются именно заграничные связи? Налаживаются хорошо, но иногда бывают там некоторые проблемы, там доставка, перевозка, все, что связано с этим. С этим занимается больше отец, а я занимаюсь больше тут продажами и продвижением по России. А как они узнают о вашей продукции? Больше выставка, можно сказать. Сейчас мы переходим на Озон, Wildberries. Уже есть начальные продажи. Набираемся опыта в социальной сети. Через рекламу так тоже о нас узнают. Те, кто уже приобретал, рекомендуют знакомым. И так тоже хорошо идут дела. Вот как конкуренция мешает на рынке сбыта или у вас есть свой постоянный покупатель? Конкуренция есть, но у нас есть свои покупатели, которые уже приобретал. Мы делаем упор на качестве и на натуральности. И благодаря этому у нас есть свои постоянные покупатели, которые тоже рекомендуют. И так у нас получается хорошо вести дела. А в чем заключается ваше уникальное торговое предложение и отличие от конкурентов? Можно сказать, натуральность и контроль качества, личный контроль. Я не продаю то, что сам бы не употреблял. А как вы проверяете это качество? Специальные какие-то препараты? Да, есть свое оборудование, анализы, мы полностью, мед полностью проверяем, хоть и сами производим, все равно, чтобы было доказательство. У нас есть бумаги и на чай, и на мед, и на всю продукцию, которая у нас есть, на весь ассортимент. На что можно проверить мед? На какие показатели? Их много? Есть много показателей, они в этом разбираются. В основном на что в проверяется лаборатории. мед, получается? Если что-то смешано или сахар, что-нибудь есть там, короче, они полностью проверяют в лаборатории и нам полностью бумаги дают, есть доказательства полностью. А лаборатории местные у нас в республике? Есть у нас в республике, есть и по России. В разных проверяем, чтобы полностью удостовериться. Расскажите немного о чаях. Вот вы говорили, вы производите мед и чаи, да? Какие это чаи? Чаи у нас есть свой бренд, Бусана, скоро будет узнаваемым. Это горные травы, шатои. Мы сами собираем травы, сушим их. Это чебрец, боярышник, все полезные травы. И есть отдельно, это дади чай, очень полезный, даже для зрения, для желудка, для всего организма очень полезный.
есть еще чай, который мы сами создали, можно сказать, индийский чай, и с этими же травами. То есть это необычный черный чай получается? Это да? необычный черный чай. И у нас есть ассортимент для тех, кто хочет черный, для тех, кто хочет наш и зеленый. Разные продукции есть для всех. А зеленый чай, этот чай вы тоже выращиваете на своей Зеленый, территории? так именно сказать? дади чай у нас, это больше травы. Есть отдельно зеленый, это уже китайский чай, но очень тоже качественно у нас есть. Это Но тех, эти травы вы сами выращиваете? эти нет. Мы Это сами выращиваем привозите. именно в шатое травы, которые с индийским чаем. И это дади чай, здоровье, нервы, крепкий сон. Мужской чай есть, женский, все у нас есть. Усман, вот вы сказали, что начал этим заниматься дедушка, он был пчеловодом, да? А вот чаи кто придумал? Это вот относится уже Это ближе к вашему поколению, или же чаи тогда тоже производились? Это больше наше поколение, потому что мед и чай – это связки тоже хорошая вещь, многие так употребляют. И это, можно сказать, очень востребованный продукт и живой продукт. Те, кто брал у нас, обязательно возвращаются и за вкусом, и за качеством. А кто подал идею вот само производства чая именно? Это уже больше мы вместе, можно сказать. Если у нас есть мед, можно же именно чай добавить. И мы нашли надежных поставщиков, которые нам предоставляют и наши чай. Чай есть отдельно. Больше отец и я, можно сказать. Следующий вопрос у меня. Каким вы видите свой бизнес через 3-5 лет, так скажем? Есть какие-то амбициозные планы на будущее? Планы есть, цели тоже есть. Я вижу через 3-5 лет, как узнаваемый бренд со своим клиентской базой, допустим, и со своим широким ассортиментом. А вот что-то еще для расширения нужно вашему бизнесу? Например, какие-то офисы, места сбыта или же интернет-пространство помогает вам вот в реализации продукции? На данный момент мы маркетплейсом работаем, допустим, и можно сказать, ничего такого обязательно нужного нету, мы над всем работаем. Это самое главное. То есть для расширения бизнеса каких-то дополнительных ресурсов не нужно, получается? На данный момент такого дополнительного не нужно, потому что мы уже работаем. Этой базы достаточно, да, для развития и расширения бизнеса? Ну, можно сказать, надо работать побольше и планировать побольше. Да. Пока что базы достаточно для расширения. А что для вас является главным критерием успешности бизнеса, кроме денег? Скорее, это доверие людей и много повторных покупок. Если они покупают снова, то у вас по-любому есть и доверие. Это и есть критерий успешного бизнеса, кроме денег. А как вы планируете продвигать бизнес и привлекать клиентов? Есть какие-то новые методики? Можно сказать, рекомендациями в социальной сети, я уже говорил, маркетплейсы – это очень главное на данный момент в современном мире социальной сети. Так и будем продвигаться. И выставки тоже. А что у вас вдохновляет и почему вы готовы заниматься этим бизнесом долго? Можно сказать, вдохновляет сам продукт, когда видишь, что людям полезно, и это мотивирует работать дальше и больше. Усман, а вот вам самому нравится ваша продукция? Какой мед вы любите или какой чай, например? Если предпочитаете? сказать, особенно люблю липу именно для вкуса. Чай я люблю именно бусана, который индийский с травами. Там 7 разных трав. Я особенно этот люблю. Вот это ваш семейный бизнес. Вы бы хотели сменить это дело и начать свой какой-то другой бизнес? На данный момент мы работаем больше над этим бизнесом, над улучшением. Я хочу глубже работать именно над этим бизнесом и расширяться. То есть другие мысли пока не лезут, да, к вам в Да, голову? я хочу сконцентрироваться именно на одном цели и работать над этим. Понятно. Усман, а вот какие советы вы бы могли дать начинающим предпринимателям, которые вот только начинают свой бизнес? Главный совет, я бы сказал, побольше ошибаться, потому что ошибки – это
рост, ускоряет рост и планировать правильно, рассчитывать, не сдаваться, это самое главное. Понятно. Есть что-то добавить, пожелания, может быть? Да, лето больше, кармалулаш. Усман, я благодарю вас за участие в нашей программе. Полностью поддерживаю вас, потому что нужно в последнее время уже искать в продукции качество. Качество и натуральность. Успехов вам в вашем деле. Нашим Да, телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был молодой предприниматель Усман Межидов. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».